Здравствуйте, мои дорогие зрители! В один прекрасный январский день, несмотря на трескучий 50-градусный мороз, мы с сестрой Александрой отправились в село Актемцы. Село расположено в северо-восточной части Хангаласского улуса, на левом берегу реки Лены. Расстояние от села до города Якутска 50 километров, а до районного центра города Покровск 30 километров. Во все времена основой якутского села считалось скотоводство. Здравствуйте! Даже поговорка гласит, что в якутском селе все крутится вокруг коровы. Первым делом мы отправились на водопой. Ведь якутские коровы очень выносливые. Даже в самые лютые зимние холода ются на водопой к проруби Ойбон. Для этого нужно прорубить во льду окошко прорубь. Здесь в Актемцах живет и трудится пенсионер Лиханов Аркадий Михайлович. Аркадий Михайлович занимается домашним скотоводством. Он охотно согласился рассказать об этом. Оказалось, что Аркадий Михайлович молодняк сам водит на водопой, а зрелые коровы ходят сами. Ванналада. Ага. Бухотанда. Бухотон. Mana men star intan. Hepa аны бухотанде. Anaga hoton. Bu burada hoton. Çeda tuttu. Hepa аны бухотанде деревне битте. Аркадий Михайлович, как давно занимаетесь разведением скота? Домашним хозяйством я начал заниматься в 90-х годов. Как вот частный дом построил, сразу хатон и начал разводить личное хозяйство. Уже начал-то с одной головы и потихоньку пошло. Сейчас в данный момент у меня 4 дойных коровы и молодняк. 6 голов молодняка, итого 10 голов крупного рогатого скота. Когда хозяйство начали держать, сено в основном косили вручную, литовкой. Когда коров мало было и сена заготавливали, конечно, мало. Все хватало. В основном косили вручную, саговали, убирали тоже вручную. Года 6 лет назад я купил трактор, и с этих годов потихоньку начал приобретать технику для заготовки сена. Сперва купил сенокосилку к этому трактору, но трактором косили, все равно убирали вручную, стаговали, с помощью, правда, трактора там копешки возили. Потом приобрели грабли навесные к трактору. И года 3 назад приобрел китайский мини-пресс. Уже 3-й год использую. В этом году полностью я этот мини-пресс использовал сено полностью, что заготовил все полностью, прессовал. Где-то у меня получилось, если посчитать
рулонов-то 1200 рулонов. В среднем один рулон где-то 20 килограмм, это получится 24 тонны. Ну, думаю, на этот год мне хватит, наверное. Ну, в день корове нужно сена в среднем где-то 8-10 килограмм сена. Это на крупных коров, а на мелких где-то 5-7 средних. Ну, если точно сказать, на 100 килограмм живого веса надо 2,5 килограмм сена среднего качества. Ну, у нас коровы в основном средние, где-то килограмм 450, наверное. Ну, и получается где-то 10-8 килограмм сена в день. Если так посчитать, то у меня сена должно хватить на этот год. До прошлого года своих коров я держал вот в старом хатоне, который лет 30 тому назад построил. Ну, в этом году решил построить новый хатон, ну, отвечающий современным требованиям. Ну, корове тоже нужно условие какое-то, чтобы они нормально отдыхали. От этого зависит товарность молока. Если корова хорошо отдыхает, то минимум 20% молока она больше будет давать. Наверное. Ну вот, построил новый хатон. Материал использовал сэндвич-панель. Ну, в этом году вот попробовал, вроде так нормально. Зимой эти холода, помещение хатона, внутри хатона плюс 7 градусов. Это для коров самая оптимальная температура. Я имею в виду для дойных коров. Ну, когда тепло, становится там теплее. Ну, хатон еще не закончил, в следующем году законченные. Сейчас пока не доится, они стельные, где-то в феврале должны отелиться, пока у них сейчас готовится к отелу. А ты сколько времени требуется на уход? Рано утром встаете, да? Кровгедин. Ага. Ну, где-то утром, ну, сейчас пока коровы не доятся, утром вот пока молоко берешь, сено даст, почистишь, где-то час уходит. А когда доишь, ну, чтобы доить одну корову, примерно минут 8-10 уходит. Это подготовка к доению, это выли надо подготовить, помыть, почистить, подойти, сесть и начинаешь доить. Вот это примерно где-то 8-10 минут. Плюс, если все вот 4 отелятся, плюс 40-50 минут, это 2 часа будет. Это утром, днем водопой туда-сюда, днем-то мы не доим, а где-то тоже 1,5 часа, вечером, если доить, то час, ну, в среднем где-то день уйдет 4 часа. Это на уход, ну, может чуть больше, но в среднем где-то 4 часа. С основной работой можно совместить тут? Основной работой, да. Например, вот молодая работой, семья, работающая, и они могут, например, вести хозяйство такое? Ну, чтобы так, ну, можно, конечно, мы раньше, сейчас я пенсионер, раньше работали, но все равно держали, но больше 2 коров невозможно, просто времени не хватит. Ну, в основном мы держали 1-2 коровы. Трудно, когда человек работает и хозяйство держать, тем более в наших условиях трудновато. Времени не хватает, то, ну, коровам нужен постоянный уход.
уход должен быть в одно и то же время. Расписание должно быть. В одно время они должны, их надо доить, в одно и то же время их надо покормить, напоить. Если вот этот баланс испортить, какой товарности? Все зависит от ухода, от условий содержания. Корову все равно внимание от тебя требует. Если с ним относиться с вниманием, хорошо, естественно, они больше молока будут давать, больше мяса будет, здоровье у них лучше будет. Если корова здоровая, приплод будет здоровый, нормальный. А вот как опытный человек, вы как думаете, вот на сегодняшний день сельское хозяйство как развивается? Если в наших условиях, да, в нашей республике сельское хозяйство вообще на одном месте стоит, полная деградация. Мы не достигли тех уровней 80-х, 70-х годов. Мы где-то в 50-х годах находимся. Это в общем, если так сказать. Да? Мы еще, в основном у нас, например, автомашина «Жигули», да? Если поменять двигатель, поставить от «Мерседеса» колеса от БМВ, он какой машиной будет? Все равно жуткой останется. У нас тоже такие же условия. Потом старые, технология переработки молока, туда, все у нас, все старое. Коров до сих пор доим вручную. В частном хозяйстве вручную, конечно, можно, да, если коров меньше. Если у меня было бы 10-15 коров, можно было дойкой доить. Тогда выгодно было. А сейчас у меня 4 коровы, какую дойку можно? Вручную это быстрее будет. А каким вы видите скотоводство через 30 лет именно в республике? 30 лет вообще скотоводство здесь у нас никто и не будет заниматься, наверное. Но будет, наверное, кто-то. Но в данный момент, например, да, вот говорят в сельском хозяйстве, села, народ не занимается сельским хозяйством. Каждый год все меньше коров. Это правильно. Например, сейчас вот в селах участок дают 12-10 соток. В этих 12-10 соток что можно, какое хозяйство можно держать? Я думаю, одну корову может летом, свинью или 10 куриц можно держать, наверное. В деревнях усадьбу дают 12-10 соток. В эти 12-10 соток я построю дом, гараж, туалет, баню, все. А где место? Потом поставить, да, построить. Сеновал, и чтобы коровы кормить, тоже какое-то это нужно, пространство. Но у нас не хватит. И тогда сельский человек, как он будет заниматься хозяйством? Когда у него земли-то нет. Если так сказать, мы сейчас живем в рыночные условия. Рынок – это экономика, да? Экономика в сельском хозяйстве, основа экономики сельского хозяйства – земля. Без земли как я буду-то? У меня частное хозяйство. По закону дают 2,5 гектара. Больше не дают. Если больше 2,5 гектара, ты не ЛПХ будешь, а индивидуальный предприниматель. Новую усадьбу дают 10-12 соток. Сенокосной угодья не хватает, нету. Все забросить. Перспектив развития я не вижу. В сельской местности живем. Культура у нас питания какая? Традиционная, мясомолочная. Сейчас в деревнях молоко кто пьет? По-моему, раз-два те, у кого корова, наверное. Остальной народ не питается. Дети молоко не пьют, 40,
не пьют, кертях нету, пьют кока-кола, чупа-чупсы, еще какие-то чипсы, мипсы. Аркадий Михайлович, а как перерабатываете молоко? А перерабатываем, мы молоко, бытовой сепаратор, сливки получаем, делаем масло, заготавливаем, творог, сорок, стараемся питаться естественными продуктами. Не сами, но у меня внуков, дети, внуки, придется их обеспечивать натуральными продуктами. Это ваше пожелание, Аркадий Михайлович. Пожелание у меня. Земля, это, знаем, что это основа жизни. Если мы хотим развивать сельское хозяйство, надо тем, которые хотят заниматься сельским хозяйством, им надо побольше земли дать, хотя бы участок для лично подсобного хозяйства, отвечающим требованиям закона. Это 50 полга. Тогда человек будет заниматься сельским хозяйством в селе, а не 10 соток. На 10 соток он что будет делать? И от государства какая-то помощь должна быть. Вот я хатон построил, да? Я своими силами 30 лет занимаюсь сельским хозяйством. Ни одной копейки мне никто ничего не даст. Хотя бы какую-то программу сделали бы для постройки коровника, отвечает современным требованиям. Старые наши хатоны, не знаю, когда наши предки придумали, лет, наверное, 400, может, 300 лет тому назад. До сих пор мы этим используем. А какое развитие будет, когда у нас хатоны построили, придумали нашими предками? Хотя бы придумать какую-то программу, чтобы час затраты, чтобы компенсировать. Работу надо вести, чтобы те, которые хозяйство держат, современные коровники построить, чтобы условия для коров было какое-то. Я вижу, что чтобы построить этот хатон, да, я искал проект коровника, на 5-6 коров для наших условий, для наших северных условий. Я нигде не нашел. Нужные организации этим не занимаются. Даже для организованных хозяйств хатоны строят, и то проекты у них, наверное, центральных регионов, не привязанные к нашим условиям, наверное. Может быть, я не знаю. Я нигде не видел, что проект коровника привязанный к нашим условиям. Этим надо заниматься, наверное. Мы все живем в современных условиях, все образованные, все считают, умеют все экономисты, юристы. Давайте приложим усилия, чтобы развивать наше традиционное сельское хозяйство, отвечающим современным условиям, требованиям. Тогда, может быть, какой-то сдвиг будет в какую-то сторону, в сторону улучшения развития, наверное. Отец харкай тохтары кугахтары гертарха. Беле биркаваньон бутра. Вазир еширге кирелдер. Манның нөмерде ана букеге сүйөбүт эдет. Onu ilgili bitti o bir etike sahakay fildir bu etike mikrochip diye bittirecek. Де. Hüten iyi kahva kırdırgısı şu yiyeyim bu arada. Oton ciginen iti mikrochip türüyle lihtaya bitiyor. Evet. Bakalım levet bu. 5 жылы холбонна ona bu mobilne Телефонuna kandah cevap mobilne приложение тоқтам. Onun
Искренне благодарю Аркадия Михайловича за интересную беседу. Желаю ему крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи!